Человек должен быть порядочным. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Так писал поэт, философ, писатель, мудрый и добрый гений, и, как отметили собравшиеся на памятном вечере, наш Фазиль, один из самых известных и востребованных авторов прошлого столетия, подаривший мировой культуре частичку абхазского колорита, передавший неувядающий дух Солнечной Республики во всей полноте красок. В этом году Фазилю Искандеру исполнилось бы 95 лет. В честь круглой даты педагогический состав и ученики школы номер 3, в стенах которой когда-то обучался и сам писатель, провели памятный вечер, на который были приглашены и те, кто лично знал Фазиля Абдуловича. Я вообще-то мало знаю писателей, которых вот так запросто люди называют Фазиль. Это действительно наш Фазиль, мы его зовем по имени. И все знают, о ком идет речь. Фазиль – это наш писатель. И мы говорим о том, что он представитель двух стихий, двух культур, русской и абхазской. И это правда, но это совершенно особенный мир, особый литературный мир, совершенно особенная литературная Абхазия. Вот я хочу, дорогие ребята, чтобы вы получили вот эту удивительную прививку любви творчеством Фазиля Абдуловича Искандера. И чтобы всю жизнь несли в себе вот эту удивительную, обаятельную, щемящую, может быть, ноту этого искреннего и абсолютно, как бы сказать, вселенского, что ли, такого масштаба творчества. Все знают, что Фазиль – это великий писатель. Вот вы, когда изучаете литературу, наверное, вам говорили, что есть писатели разного уровня. И есть такой самый высокий уровень – это мировой писатель. Писатель мирового уровня, который узнаваем везде, в любой стране. Потому что общечеловеческие ценности, они для нас с вами общие, так скажем. И Фазиль Абдулович, Фазиль, наш Фазиль, это тот писатель, который несет человеческую не только сущность, а человеческое понимание жизни. Он великий гражданин своей страны. И гражданин мира в том числе. Литературно-музыкальный вечер в память об одном из самых ярких абхазских писателей выдался эмоциональным, живым и по-своему колоритным. Дети талантливо зачитывали целые отрывки из произведений Искандера, демонстрировали гостям театрализованные постановки из известного сборника рассказов детства Чика, пели о прекрасном Мухусе, утопающем в цветущих акациях, и были полностью вовлечены в процесс как физически, так и эмоционально. Мне пришлось его бросить, это сокровище. Я загубила свою молодость ради своих братьев. А что толку? Ничего путного из них все равно не вышло. Осталась одна надежда на моего Чика. Чик, отличник, гордость школы. Имя Фазиля Искандера неразрывно связано с историей Третьей Сухумской школы, педагоги которой отметили, что ежедневно стараются увлекать детей в многогранные миры писателя, понятные и близкие каждому жителю Абхазии. Очень много сцен из произведений Фазиля Абдуловича, очень насыщенная программа, также представлены фотографии различного периода этого писателя. Я надеюсь, сегодня мы еще раз сможем приобщиться к творчеству Фазиля Абдуловича, окунемся в этот прекрасный, удивительный, глубокий, порою очень сложный, но тем не менее очень близкий и понятный нам мир, который называется Фазиль Искандер. В красочной и живой программе приняли участие совсем юные школьники, которые, по словам организатора мероприятия, преподавателя русского языка Екатерины Шония, были искренне заинтересованы и увлечены каждым этапом подготовки к вечеру. Детям интересно тогда, когда они понимают, что это связано с жизнью. Что вот эта вот школа, где учился этот писатель. Когда они начинают читать рассказы о Чике, они понимают, что это тоже про них. И это происходило в стенах этой школы. Потом, когда показываешь хронику, какие-то видео, и вот дом, где он жил, вот груша, вот детский сад. И это, конечно, заинтересовывает. Фазилем интересуется больше, чем, например, какими-то другими писателями. Потому что это правда наша, и дети это чувствуют. От белокаменной набережной Мухуса до колорита села Чегем дух и проза великого писателя окружают каждого жителя Абхазии ежедневно. Но дети, как известно, будущее любой страны, и потому особенно важно, что творчество Фазиля Искандера продолжает жить и в них.
Рада Чачава, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.